В эфире интеллектуально-познавательный телеграм-эрудит. С вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой чеченской филологии Чеченского госуниверситета имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Саид Хамзат Элизиев и старший научный сотрудник Академии наук Чеченской Республики Адам Абдулкадыров. Маршал Элши. Адам, а какие исследования чеченского языка проводятся Академией наук нашей республики? Можете рассказать нам? Ну, скажем, если сказать, за последние 10 лет, то проделано немало работы в области чеченского языка, но недостаточно объемно, немало работ. В первую очередь надо сказать о грамматиках первом-втором томе чеченского языка. Автором первого тома является Темай Вахдал Гештолин Вучуиза, Аухадов Муса и Халидов Муса. И второй том грамматики, составленный Халидом Муса, вышел в печати в прошлом году. Это стало большим событием чеченского языкознания. Также помимо этого печать передан словарь Арби Вагапова, чеченско-русский словарь. Он кардинально отличается от словаря Мациева тем, что там минимизировано заимствовано слов и добавлено, не знаю, сколько точное количество, около больше 5000 или 10 тысяч новых чеченских слов там добавлено. А также, можно сказать, в прошлом году также презентовали словарь Джамбулат Умарова и Демелхана Адама, тематически иллюстрированный словарь русского чеченского языков. Также в прошлом году вышло, в этом году было презентовано словарь, составленный нами, это частотный словарь чеченского языка. Также в 2018 году нами было издано тезаурус чеченского языка, лексико-семантический тезаурус чеченского языка и словарь стилистических парадигм чеченского языка, и также много других работ. На самом деле, Адам, гигантская работа, как я понял, проводится. Это отлично даже. Саид Хамзат, какие исследования по диалектам чеченского языка наиболее важны, на ваш взгляд? В первую очередь необходимо отметить, что в области чеченской диалектологии работали и исследованы диалекты известными учеными. Это такие ученые, как Арсаханов, Исраил Гамидович и грузинский ученый Давид Сильвестрович Имнаишвили. У него есть очень хорошая работа по фонетике нахских языков с привлечением данных диалектов и говоров чеченского языка. Эта работа называется «Историко-сравнительный анализ фонетики нахских языков». У Арсаханова есть очень фундаментальная работа, можно сказать, чеченская диалектология. И еще одна монография у него «Акинский диалект в системе чечено-ингушского языка». Кроме того, по диалектологии работали еще доктор наук, профессор Ваха Джахаевич Тимаев по шатойскому диалекту. Он работал, у него есть монография «Шатойский говор горского диалекта чеченского языка в сравнении с плоскостным диалектом и итамкалинским говором». Еще и Али Роев Ибрагим Юнусович исследовал кистинский диалект чеченского языка, Саламова Раиса мелхинский говор чеченского языка исследовала. И еще у Мациева есть очень хорошая работа, посвященная чеберловскому диалекту чеченского языка. Вообще ученые отмечают, вот где-то Вахар Джахаевич в своей работе пишет, что вряд ли возможно войти в историю, глубину истории того или иного языка, если речь идет о языке, который не имеет письменных памятников. Поэтому сейчас исследование диалектов – это, можно сказать, самое актуальное. Дело в том, что в диалектах сохранились более архаичные древние формы, поэтому вот чтобы проследить путь грамматического строя чеченского языка, в первую очередь необходимо исследовать именно диалекты и говоры данного языка. Саид Хамзат, вы вообще сколько диалектов выделяете в чеченском языке? Дело в том, что ученые это трактуют по-разному. Вот, например, Арсаханов – это такой ученый, который самый больше исследовал именно чеченскую диалектологию. Он выделяет плоскостной диалект, акинский, чеберлоевский, шаройский, галанчожский, кистинский и итамкалинский. А вот некоторые ученые считают, что есть горский диалект и говоры горского диалекта, есть плоскостной диалект и говоры плоскостного диалекта. А вот на данный момент чеченская диалектология преподает как вот по принципу Арсаханова. И в грамматике, которую Адам нам сейчас рассказал, там тоже отмечены эти диалекты. Хорошо. А литературный язык
ученые пишут, что в основе литературного языка лежит плоскостной диалект, говорят ученые. Все, Сайдам Зад. Баркала за такой краткий экскурс в диалект чеченского языка. И давайте мы начнем, если вы готовы. У нас есть 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? 50 на 50. Давай 50 на 50. И еще Я одну согласен. подсказку. Это право на ошибку. Право на ошибку и 50 на 50. Первый наш вопрос звучит так. С каких слов начинается роман Абузара Айдамирова «Долгие ночи»? Беспокойство охватило генерал-лейтенанта Лорис Меликова уже с утра. Меры спокойствия края еще только желаемый, а не свершившийся факт. Доведенные до отчаяния люди восстали, и началась величайшая трагедия в истории кавказских горцев. Адам. Ну, дело в том, что я читал эту книгу более 3 раз, да. Но это хорошо, а плохо то, что я на русском языке эту книгу даже в руках не держал. Но тем не менее, как я помню, их бизнес начиналась с описания какой-то администрации, там, вот именно какой там первая строчка была, не знаю, значит, если следовать методам исключения, выбираем Я помню генерал-лейтенанта, так, как говорится. Ответ А. да. Беспокойство охватило генерал-лейтенанта Лорис Меликова уже с утра. Смуглое, со смоляными усами, лицо его хмурится. Он то садится за массивный стол и торопливым скрипом пера нарушает тишину кабинета, то подходит к разкрытому окну и подолгу глядит на бесконечные цепи гор, окутанные прозрачной синей дымкой. То вновь мерить шагами кабинет, неслышно ступая по мягкому неперсидскому ковру. Это абсолютно верный ответ. Это роман, над которым Абузар Айдамиров работал 25 лет. Классика чеченской литературы. Абсолютно верный ответ. И следующий наш вопрос. Что символизирует колосья на гербе Чеченской Республики? Богатство, трудолюбие, процветание, духовность. Запись, Нет, да, Нет, ну это я точно вырежу. отсутствует. да? Давай так, богатство. А как будем рассуждать о богатстве? Согласен Нет, чем? с богатством. А процветание богатства одно синонимы? Если в тезаусе рассматривать. А трудолюбие? Трудолюбие и богатство. Давай тогда Богатство. богатство. Герб Чеченской Республики обременен 2 золотыми, положенными сообразно кайме, со скрещенными внизу стеблями, пшеничными колосьями. Они символизируют богатство чеченского народа. Это верный ответ. Третий вопрос. Куда бросали хлебные крошки в старину? В горящий очаг, в кормушку для птиц, под стол, на землю. Под стол. В старину стола не было, да? Допустим. На землю Стол нельзя это бросать. заимствованное стол. Да. На землю Старин. нельзя. На землю нельзя. Кормушку для птиц, если было бы для куриц, тогда можно было взять это, да, пример, за основу. Для кур, да? Там не для куриц, не для что там, куда бросали старину. Значит, как вы, исполняя какой-то древнеязыческий ритуал, бросали горящий очаг. Горящий очаг. Да. Ответ А. В центре помещения жилой башни располагался каменный очаг, где семья готовила, принимала пищу и отдыхала. Очаг и надрожачная цепь для чеченцев были священными. В очаг нельзя было бросать ссор, а оставшиеся после еды крошки хлеба бросали в горящий очаг. Абсолютно верный ответ. Четвертый вопрос. Какого храма никогда не было в Грозном? Армянской апостольской церкви, Покровского собора, католического костела, часовни святого Григориса. Я думаю, Покровского собора. Не знаю почему. Интуиция. Есть Покровские ворота, да? Значит, и Покровские ворота, там, Покровский собор, там, где и Покровские ворота, наверное. Я выбрал бы вариант Покровского собора. Б, то есть, да, Б, вариант Б. Армяне у нас жили, Да. да. Андиош Шагуев, Святой Григорий. Так, я часовня. Католический костел. Давай выбирай свой вариант. Б. Покровский собор. Да. Почему бы не воспользоваться подсказкой?
Давай подсказка. Какое? Право на ошибку? Давайте. Давай право на ошибку. Право на ошибку и ваш ответ Б. Б. Покровский Покровский собор. Храмовое зодчество занимало важную роль в облике Грозного XIX – начала XX веков. Украшением города некогда была армянская апостольская церковь. Согласно плану города, за 1923 год находилась она в самом центре города, у левого берега реки Сунжи. Первым православным храмом стал Покровский собор. Он был построен терскими казаками, за что и получил в народе название «Казачья церковь». Неверный ответ. А вот часовня Святого Григориса находится в Дагестане. Это верный Давай ответ. первую ошибку тебя. Настрой. А еще после окончания Кавказской войны в городе поселились немецкие колонисты. Российское правительство, заинтересованное в заселении края лояльным населением, предоставило им такую возможность. И католический костел был заложен в 1862 году. Благодаря подсказке вы идете дальше. И пятый вопрос. Кого называют поэтом весны в чеченской поэзии? Магомед Салха Гадаева, Алвади Шайхиева, Абузара Эйдамирова, Саида Гацаева. Саида Гацаева. Саида Гацаева. Мне кажется, что Магомед Салах Гадаев. Не, у него весны нет. Кого называют Я думаю, поэтом Гацаева. весны чеченской поэзии. Сама говорит ночью еще. О, да. У него еще есть такие это- дичь, Азизик, это О, поэтом весны. Какие что поэзия? Угадаем, Малика, там, Нож, Португалия. Не. Или Алвади Шайхиев, или Саид Гацаев. Но по там, простоте, мотивам поэзии, там, ага. я не знаю, кого называют поэтом весны, да, точно, но по простоте мотивов поэзии Саида Гацаева более там, как бы оттенок весны, чистого воздуха там чувствуется. Ответ? Мой ответ да, Саид Гацаев. Саид Хамзат. Ты что думаешь? Мне кажется, что Гадаев. Да, иначе 50 на 50 хочешь? Будет Гацаев. А в таком случае как нам бы? Ох, человек говорит, думка с Ошхазима. Давай тогда ответ Д. Ответ Д. Саида Гацаева называют поэтом весны в чеченской поэзии, так как 54 стихотворения он посвятил этому прекрасному сезону, также его называют чеченским Есениным. Вся лирическая поэзия Саида – это восторженный гимн живительному солнцу и вечно юной созидательной весне. Абсолютно верный ответ. Шестой вопрос. Какой рекорд установил торгово-развлекательный центр «Грозный молл» в 2021 году? Самый большой в мире архитектурный навес в виде 8-лучевой звезды, самый большой торгово-развлекательный центр СКФО, по количеству брендовых магазинов, самое красивое здание. Ростов, СКФО, Уловы. Юфой, Юфу, Южный федеральный округ. Самый большой СКФО. Вариант Б. Самый большой мир архитектурный навес в виде 8-лучевой звезды. По количеству Может мощницы. быть, Самый большой в мире. Нет. самое красивое здание, не буду там смотреть. По количеству брендов магазинов тоже, да? Подожди, почему нет? Самый большой в мире архитектурный навес в виде звезды. Или А, или Б. 100%. Мне кажется, что Б. Пятигорский был? Там есть такой? Я не знаю. Ты звонок другу хочешь, мы позвонили бы ему, да, знали бы. Да. Так. Какой рекорд установили? Грозный молл. 8-лучевой звезды. Так, забудем. Есть еще Мингода, есть Пятигорский, есть там СКФО. А там есть это самое? Да, вариант А. Самый большой в мире архитектурный навес в виде 8-лучевой звезды. Грозный молл обладатель 2 мировых рекордов. В 2020 году он получил сертификат об установлении мирового рекорда за самое большое архитектурное изображение звезды, а в 2021 году установлен новый рекорд – самый большой в мире архитектурный навес в виде 8-лучевой звезды. Абсолютно верный ответ. Седьмой вопрос. Какую традицию должен был соблюдать заказчик в отношении мастера при строительстве башни? Соблюдение срока оплаты, обеспечение необходимыми материалами, кормление мастера, помощь специалисту. Помощь специалисту сразу Отпадает. отпадает. Соблю- Обеспечение необходимым материалом тоже, думаю, отпадает, потому что как можно построить башню, как можно
Как могу я построить дом, если ты мне не будешь поставлять кирпич, да? Поэтому Это же не традиция, да, или традиция? какую традицию должен был соблюдать Вот ко мнению мастера, заказчик в или отношении соблюдение срок, к нет, строительству срок оплаты, башни? там, Нет. ваше думаю. Ко мнению мастера. Нет. Там вариант Б. Я не думаю. Без материала как он будет строить башню? Но это же не традиция. Это обязательно, да, ну, это не традиция. Там даже если ты не традиционный, если даже ты должен обеспечить материально. Как можно построить башню, если ты не да. материал, да? Да. А мен боится. Вариант С получается. Традиция, или ламас, это соблюдение срока оплаты или каменный мастер. Я думаю, что это каменный мастера, потому что оплата Это- уже оговоренный вариант. А вариант С, каменный С. мастера. С. Строительство и боевой жилой башни велось довольно-таки торжественно. Заказчик должен был обязательно корить мастера, так как, согласно народным поверьям, несчастье в дом приносит голод. Это абсолютно верный ответ. Если вдруг мастер от головокружения падал с башни, то хозяина изгоняли из аула, обвиняя в жадности. На самом деле даже сейчас обычно кормят работников, но уже с другим мотивом. Да. Мотивом. Уже другая мотивация, это уже рилкш. И 8-й вопрос. Мы снова возвращаемся к Абузару Айдамирову. Что ответил Абузар Айдамиров на вопрос, как он работает над стилем? Просто пишу, ловлю прилагательные и убиваю их, пишу только по вдохновению, избегаю наречий и длинных параграфов. Там только вариант может быть А или С. Скорее всего, там это самое. Пишу только по А, не, вдохновению. Не может быть только по вдохновению. Я просто Только пишу. по вдохновению такие там это самые романы писать не получится. Там еще должна быть кропотливая работа. Просто По пишет, нас- значит. вдохновение это по настроению. Как бы, Это стихотворение пишет по вдохновению, да? работает над стилем, да? Нам же не вопрос работа над это самым прозой, это романом, над стилем. Стиль. Ловлю прилагательные и бывает. Нет, избегая наречия длинных параграфов. Не может быть? Б. Давай, подожди, дай подумать. Там. Наречие, так что вспоминать? Нет, там вариант А. Просто исчерпывающий ответ он дал. Просто Ну, давай. пишет. Исчерпывающий баян? Да. Ответ А. Давай так. Цитата из интервью Абузара Айдамирова Сайдхасану Кацаеву. Говорят, что стиль – это человек. Несмотря на громоздкость некоторых произведений, в целом язык вашего произведения очень прост и ясен. Как вы работаете над стилем? Ответ Абузара Айдамирова. Я не работаю специально над стилем, просто пишу. Абсолютно верный ответ. На самом деле разные писатели делились, что избегают наречия, пытаются не употреблять слишком много прилагательных, и есть немало тех, которые писали только по вдохновению. Следующий вопрос. 9. Когда пробурили первую нефтяную скважину в Грозном? В 1898 году, в 1876, в 1893, в 1901. Там нет абсолютно никакого варианта. Либо я Ты знаешь- прикинь, ровно год назад я читал это где-то. Сейчас год не Вспомнил вспомню. хоть что-нибудь. Может быть, воспользоваться подсказкой? В 98 50 на или 50. 68 Это Грозный. ответ М. Не. В 98, по-моему, или 68 статус Грозного, да, города дали. В каком году дали статус города? Наверное, тот же год, когда нашли нефть, да? Когда пробурили первую У нефтяную меня нет скважину варианта в никакого. Грозном. Если даже возьмем 50 на 50. Ну, хотя бы легче будет Ну, подумать давайте над так, двумя. давайте. 50 на 50, да? Давайте. Выберите два неверных Давай. варианта ответов. Давай. И у вас остается С и Д. Ага. Лилия. С и Д. С. Не, подожди. Да. Подожди. С. Ну, давайте С. Завкавтор лучше знает. Про нефтяную, да, Тем более, работу? если он читал.
Скважина, проворенная на старых промыслах 6 октября 1893 года, положила начало Грозненской нефтяной промышленности. Абсолютно верный ответ. И 10-й финальный вопрос. Как вы думаете, про что он будет? Фу. Про язык, наверное. Нет. Он этот самый, до История. начала игры уже задавал эти вопросы про языки. Нет, это будет по... Может, по фольклору? Гадать это не мое. Да? На самом деле, мне кажется, вообще неожиданно про кинематограф. Какой чеченский актер? Какой чеченский актер снимался в фильме «Огненное детство»? Альви Дениев, Дагун Амаев, Муса Дудаев, Ахят Гайтукаев. Если я этот фильм не помню, Как я могу значит, помнить? значит, там один из самых там, это, старых, там, Альви Дениев. Альви Дениев. Или это Муса не, Дудаев надо? Сутурби? Альви Дениев. Что тебе вы? Баж Айлачур. Огненное детство, чё, Муса Дудаев. Духу езде, Муса Дудаев. Вариант С. Это окончательный ответ? Да. Только алаке вариант. Дагун Амаев. «Огненное детство» — советский фильм 1976 года режиссера Юрия Шпырева по автобиографической повести Григория Мирошниченко «Юнармия». В эпизодах этого фильма снимался Дагун Амаев. Это неверный ответ. Кинолента о ходе гражданской войны 1919 года, когда маленькая железнодорожная станция на Кубани захвачена белогвардейцами. Со второй тебе ошибкой. Это немножко неверный ответ, Ну, но да, да. не хочется говорить, что вы проиграли, поскольку вы дошли до финала. Это прекрасный результат. تعرف أتدري. Да? Да. Быстро, да, все شو закончилось? ما تعرف أتدري. Да, Муса, я по возрасту охот. Что не кино дать ее. Солнце, Я подумал, там, Муса Дудаев, вопросы были немножко неожиданные, да, даже не из той области, где мы там крутимся, работаем, но поэтому было интересно. Особенно было интересно по это нефтяные скважины, да, первое. Неожиданно. Даже никакого варианта даже не мог себе представить. Спасибо, что позвали, да, было интересно, да, познавательно и неожиданно. Все было прекрасно. Некоторые вопросы были сложноватые. Спасибо вам за приглашение. Сайд Хамзат Адам, спасибо, что приняли приглашение, пришли. Гол, что вы дошли до 10-го финального вопроса. Это была блестящая игра, интересная. Элэйс Хелшин дала эту Хелшин. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев, Ади Кёйл, Машварил.